Самый мощный удар по российской оборонке. Трамп договаривается с диктатором и решение вопроса с миротворцами в Украине. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Израиль дал ответ по поводу предоставления оружия Украине. Россия уже отреагировала остро. Лукашенко снова освобождает политзаключенных. Если вы успели подумать, какой он классный, что освобождает людей пачками, вспомните, кто их пачками сажал. Виктор Орбан ставит новый ультиматум Европейскому Союзу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Самая масштабная дроновая атака по территории России в этом году. По данным Минобороны РФ, ПВО удалось уничтожить 121 беспилотник, но атаки все же вызвали серьезное разрушение каким-то образом. Наибольший ущерб был нанесен в Брянской области, где зафиксировано 37 атак беспилотников. В Рязанской области дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу и ТЭЦ, что привело к пожарам. Ну, конечно же, там тоже все беспилотники сбили. Сбитым беспилотники были также в Москве и Подмосковье, но тут их количество не уточняется. Одной из ключевых целей стал завод «Кремний-Л» в Брянске, крупнейшее предприятие микроэлектроники в России, выполняющее заказы для Минобороны. По заводу было нанесено 6 ударов, в результате чего повреждены производственные помещения и склады готовой продукции. Работа предприятия приостановлена, сообщают в пресс-службе завода. В украинском МИДе не знают точного количества миротворцев, которых необходимо разместить в Украине. Но точно знают, что привлекать их нужно, и часть из них должна быть американскими военнослужащими. Да, сейчас идет обсуждение контингентов, военных контингентов иностранных держав, иностранных государств, которые могут быть потенциально развернуты в Украине. Это обсуждение находится на самой ранней стадии, и сейчас мы видим, как СМИ обсуждают цифры, точные цифры. Но на самом деле в реальных переговорах о точных цифрах говорить рано. Сколько Украине нужно миротворцев, чтобы это было более-менее эффективно, несколько дней назад на экономическом форуме в Давосе озвучивал президент Зеленский. По его мнению, 200 тысяч вполне хватит. Европейские политики всерьез рассматривают вариант с участием американских войск в миротворческой миссии в Украине. Об этом пишет Bloomberg. Союзники Зеленского уверены, без участия США любая миссия будет недостаточно эффективной. Сейчас все зависит от того, как США и Европа согласуют свою стратегию. Участие американских войск, по мнению европейцев, станет сигналом для России и укрепит позиции Украины в долгосрочной перспективе. А как думаете вы, приведет ли это к эскалации? Обидится, может быть, Путин? Или наоборот, все это поможет остановить войну? Трампу ответили в Кремле. Россия тоже хочет переговоров, ждут сигнала из Вашингтона. Но, судя по всему, настроены показать свою готовность. Перерастет ли эта готовность в полноценную коммуникацию, можно понять из заявлений говорящей головы Путина. Соединенные Штаты, собственно, завершили свое участие и подорвали фактически существование этой договорно-правовой базы. Поэтому в интересах всего мира и в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс. Но хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Накануне вечером после заявления или даже ультиматума американского президента кортеж Путина якобы въезжал в Кремль. Во всяком случае, видео в соцсетях подавалось именно под таким заголовком. Сам Путин пока молчит. Израильский МИД дал четкий ответ о поставках оружия в Украину. Никаких изменений в политике относительно передачи израильского оружия Украине нет. Ранее заместитель министра Шарен Аскель предлагала передать Киеву трофейное российское оружие, захваченное Цахалом, но, похоже, инициатива не получила поддержки. Правда, вопрос касался именно трофейного российского или советского оружия, которое армия обороны могла захватить в Ливане или, цитирую, у других врагов Израиля.
Израиля. Поэтому кто возьмется контролировать этот вопрос, пока непонятно. Ну а мы поговорили об этом с человеком, специализацией которого уже много лет является Ближний Восток, директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосым. Это заявление, оно скорее выдает желаемое за действительное, потому что, по крайней мере, по состоянию на сейчас нет никаких подтверждений того, что это заявление будет иметь какие-то последствия. И более того, все, что я слышал на эту тему, как раз на противоположное заявлено. Что Израиль не будет участником этой войны, а вообще, смотрите, скоро Трамп ее закончит, то зачем нам туда власть? Поэтому из того, что я слышал, видел и как бы немножечко понимаю израильскую политику, я скорее очень скептичен в отношении вот этого предложения, в отношении реализации этого предложения, поскольку, скорее всего, это было частью политической игры тогдашней оппозиционной партии, которая впоследствии вступила в коалицию. А законопроект каким-то образом как бы остался на слуху. Сейчас, уже будучи в коалиции, они играют по общим правилам, а в рамках коалиции не предусмотрена военная поддержка Украины. В России на все это отреагировали резко. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов назвал возможную передачу оружия недружественным шагом со стороны Тель-Авива. В Ливане российского оружия кот наплакал. Что там они могут найти? Патроны? Там ничего из ряда вон выходящего нет. Что Израиль мог захватить? Несколько десятков тысяч патронов для стрелкового оружия? Может быть, гранатометные снаряды? Может быть, мины? Больше Хезболлы не было ничего. Поэтому что они будут передавать? Ну, пусть передают. И то оно все, скорее всего, просроченное. Таким образом, Израиль оказался между молотом и наковальней опять. С одной стороны, давление Украины и ее союзников, в том числе США. С другой, жесткая реакция России на возможные поставки оружия. Пока Тель-Авив выбирает осторожность, стараясь не обострять отношения ни с одной из сторон. Президент США заявил о намерении восстановить связь с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подчеркивая их прежние «хорошие отношения». «Я ему нравился, я с ним ладил», — говорит Трамп в интервью Fox News. Во время своего первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном в Сингапуре, Ханое и на корейской границе, став первым действующим президентом США, вступившим на территорию КНДР. Но эти встречи не привели к конкретным результатам, хотя Трамп утверждал, что ядерная угроза со стороны КНДР больше не существует. Когда я пришел в первый раз, я встретился с Обамой. Мы сказали, и мы поговорили. Я спросил, какая самая большая угроза? Северная Корея? Вы, ребята, болтали в церкви? Да, когда-нибудь я вам расскажу, о чем мы говорили. Когда-нибудь вы расскажете. Нет, мы хорошо провели время, но он сказал, что Северная Корея — это самая большая проблема. И я решил эту проблему, и мы с ним поладили. Он не религиозный фанатик, он умный парень. Ким Чен Ын — умный парень. Вы снова обратились к нему? Обязательно, да, я ему понравился, и мы с ним поладили. Сейчас Северная Корея активно поставляет оружие России и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины. После ноябрьских выборов 2024-го окружение Трампа обсуждало возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, считая, что это может снизить риск вооруженного конфликта на Корейском полуострове. А может быть, просто Трамп хочет встретиться со всеми диктаторами в этом мире и получить свою Нобелевскую премию мира, о которой мечтает еще с первого срока. Как думаете вы, какая мотивация у Трампа встречаться с Кимом? В США предлагают переписать Конституцию ради Трампа. Американские республиканцы решили, что Дональду Трампу нужно дать еще один шанс, и предлагают внести поправку в Конституцию, чтобы позволить ему баллотироваться на третий срок. Трамп доказал, что он единственный лидер, способный остановить упадок страны и вернуть Америке ее величие. Ему нужно больше времени, чтобы добиться этой цели.
Поправка требует одобрения 2/3 Конгресса и ратификации 38 штатов, но республиканцы уверены, что смогут это продавить. Если они добьются своего, Трамп станет первым президентом с 3-м сроком после Рузвельта, для которого сделали исключение из-за Второй мировой войны. На фоне этого его сторонники ликуют, а оппоненты называют происходящее атакой на демократию. Очередное шоу начинается. Виктор Орбан делает еще один шаг в сторону РФ, хотя, казалось бы, куда еще ближе. Говорит, подачу российского газа нужно вернуть, ведь из-за санкций, по его словам, Венгрия потеряла почти $20 миллиардов. Это нехорошо, что мы платим цену за помощь Украине и экономические последствия санкций, и они создают нам проблемы. Так нельзя. Поэтому я сказал своим коллегам, что они должны это понять. Поэтому мы просим о помощи. Мы просим их убедить Украину возобновить транзит газа. Они закрыли его. Так что они должны открыть его снова. Это не вопрос для Украины. Это вопрос для Европы и Центральной Европы. Начались протесты и в непризнанном Приднестровье с российскими триколорами и плакатами «Нет геноциду приднестровского народа» и «Молдова, пропусти газ». Собравшиеся требуют от Кишинева обеспечить поставки газа, так как запасы в регионе стремительно заканчиваются. На днях лидер так называемого Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что газа в регионе осталось на 2 дня. По его словам, ситуация близка к катастрофической, и Молдова должна, цитирую, взять на себя ответственность за снабжение территории, находящейся фактически под контролем России. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о помиловании 15 человек, среди которых 8 осужденных за экстремизм и 7 за преступления, связанные с наркотиками. Это очередной шаг в его попытках создавать иллюзию гуманности на фоне жестких репрессий. Согласно данным пропагандистской Белты, за год Лукашенко помиловал 293 человека. Среди них 89 женщин и 17 тех, кто совершил преступления, будучи несовершеннолетними. Но за этими цифрами скрывается реальная ситуация. Тысячи политических заключенных продолжают сидеть за решеткой по сфабрикованным или выдуманным обвинениям. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.